В эфире новости. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. В Якутии на борьбу с лесными пожарами по поручению президента выделили почти 500 миллиарда рублей дополнительно. Юрий Трутнев на встрече с японскими партнерами рассказал, сколько наша страна субсидирует на дальневосточное авиасообщение. Почти 800 жилых домов газифицируют в Якутии в этом году. Первыми станут населенные пункты Чурапчинского района. Якутия получила дополнительные почти 500 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами. Напомним, ранее глава региона Айсен Николаев на совещании глав субъектов с Владимиром Путиным отметил диспропорцию распределения средств и предложил поменять систему финансирования тушения пожаров в стране. По предложению руководителя Якутии президент страны поручил пересмотреть методику, утвержденную в 2006 году, где одним из главных критериев являлось число населения и освоенность лесов. Якутии выделено дополнительно 480 миллионов рублей на борьбу со стихией. Всего на субвенции регионам для тушения лесных пожаров правительство направило свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Говоря о лесопожарной обстановке на сегодня, в Якутии действует 118 природных пожаров. Огнем пройдено свыше 330 тысяч, а площадь активного горения почти 500 гектаров. За сутки возникло 8 и ликвидировано 28 очагов. На тушение привлекалось 770 человек и 74 единицы техники. Вблизи населенного пункта Крест-Хальджай Тампонского района для ликвидации потенциальной угрозы применялась авиация. Произведено 25 сбросов и слито 50 тонн воды. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Алданского, Нерюнгринского и Тампонского районов, где зарегистрировано 67 очагов природных пожаров. Деревья должны быть на учете, а экологические вызовы в виде лесных пожаров требуют оперативного наведения порядка в лесной отрасли. Об этом во время онлайн-конференции говорили представители аграрно-продовольственной политики страны и Минприроды России. Подробности узнаем в материале Айсены Бурнашовой. Языки пламени, задымленность и запах гари. С начала года огнем пройдено свыше 1 миллиона гектаров российского леса. Сейчас полыхает Дальний Восток. Там зафиксировано 80% всех природных пожаров. Законодатели обеспокоены экологической ситуацией. Кстати говоря, лесные пожары частично тоже говорят о том, что это может быть способ скрыть так называемые незаконные рубки. Так, решив вопрос с незаконными рубками, мы решим вопросы и связанные с лесными пожарами. По мнению сенатора, для предотвращения этих взаимовытекающих проблем необходимо вдвое увеличить количество лесников. Сейчас по всей стране трудится около 24 тысяч представителей этой профессии, тогда как их нормативная численность должна составлять все 40 тысяч. Вот надо обеспечить их. Первое. Нормальные зарплаты, не ниже средней по региону, потому что зачастую у нас и есть вакансии, но люди не идут работать. Дать нормальный социальный пакет, дать юридические возможности для того, чтобы он мог на месте ликвидировать правонарушения. Лесу нужен хозяин. Он должен не просто созерцать природу, но и стать ее хранителем. Тем более, как отметили спикеры, наиболее ценные породы деревьев пройдут оцифровку для ведения их учета. Законодательные изменения уже приняты. Совершенствование требует и система Лес-ЕГАИС. Сейчас сделки с продажей леса осуществляются именно с ее помощью. Недостаток системы в том, что под видом продаваемого леса может быть совершенно другой. Определить это пока невозможно. Но, как заверили участники конференции, Рослесхоз уже активно над этим работает. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Теперь об эпидобстановке в регионе. 41 новый случай коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщила Ольга Балабкина. 34 в Якутске, 3 в Мегино-Кангаласском, по одному заболевшему в Нерюнгринском, Намском, Аймиконском и Хангаласском районах. Таким образом, с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 5324 зараженных коронавирусом. Обращая внимание, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах республики, необходимо обратить внимание на то, что сегодня в таких районах, как Нерюнгринский и Мегино-Кангаласский,
поставлена задача еще усиления соблюдения норм, которые определены стандартами санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим, соответственно, оперативные штабы разрабатывают соответствующие меры для создания условий для того, чтобы жители могли жить в наших новых условиях, которые отвечают этим стандартам. К другим новостям. Субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании составит 30 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с руководителями ведущих компаний Японии. На сегодняшний день на Дальнем Востоке перевозится в сезон 1 миллион пассажиров. Увеличение до 2 миллионов при условии сохранения доступности для населения стоимости билетов стоит порядка 30 миллиардов. В этом случае страна создает систему авиасообщения по всем населенным пунктам, которые губернаторы сегодня считают необходимыми. Почти 800 жилых домов газифицируют в Якутии в этом году. Для этого в регионе построят почти 31 километр газовых сетей. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и геологии, строительство планируется в рамках региональной программы газификации населенных пунктов. Начнется работа с села Талон Чурапчинского района. За 5 лет планируется провести газ в 14 населенных пунктов, построить почти 300 километров газовых сетей, реконструировать, модернизировать и построить 425. Из государственного и внебюджетных источников предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Проекты современных зон отдыха и парков с этническими мотивами представила Якутия на конкурсе по благоустройству городов. Всего 7 предложений, среди которых благоустройство парков, зон отдыха и центральных площадей. В том числе всесезонный парк спорта и отдыха «Амикан» в Нерюнгре, зона отдыха на реке Ирилях в районе микрорайона Заречный в Мирном, благоустройство парков в Ленске, Алдане, Тамоте, а также благоустройство центральной площади в Удачном и центральной площади Среднеколымска. В пресс-службе правительства региона уточнили, что всего за 3 года участия в конкурсе Якутия выиграла гранты на общую сумму 155 миллионов рублей. Специализированная библиотека «Созвездие» получила 5 миллионов рублей. Их выделили в рамках нацпроекта «Культура». Полученные средства библиотека направила на модернизацию помещения. К ремонту приступили в июне, а к сентябрю готовятся отпраздновать открытие. Какие новшества ожидают читатели? В материале Саргаланы Неустроевой. Впервые библиотека открылась в 2012 году. В 2013 здание, в котором она базировалась, рухнуло. Через год сгорело. Наконец, в 2015 «Созвездие» отпраздновало долгожданное новоселье в новом здании по улице Мординова. Участие в конкурсе национального проекта для библиотеки уже не первое. Вторая заявка принесла учреждению победу. Конечно, это было неожиданностью. Как раз у меня был отпуск, я как раз прилетела в Москву, и мне позвонила Варвара Николаевна, и она сказала, что мы выиграли этот конкурс. Конечно, были в шоке все. В обновленной библиотеке будет возможность не только почитать книги. Известно, что «Созвездие» станет второй библиотекой по республике со смарт-лабораторией. Также здесь обустроят зону тишины, игровую зону, коворкинг-центр и даже сцену. Если бы вы видели эту библиотеку то предстала перед вами обычная библиотека с детским абонементом, со взрослым абонементом, с читальным залом и небольшой такой центр общественного доступа с компьютерами. Да? В новой концепции при модернизации мы спроектировали таким образом, чтобы как-то, изменить подачу библиотеки, чтобы увеличить привлечь новую аудиторию, организовать новые услуги, новые форматы. На сегодняшний день в год библиотеку посещают порядка 7 тысяч человек. По словам ее сотрудников, модернизация должна увеличить это количество, ведь теперь провести время с пользой станет намного легче. Данная библиотека позиционирует себя такой плюристичной библиотекой, которая, продвигает идеи толерантности, очень тесно работает с национальными общинами, которые есть в нашем городском округе. Вообще Гагаринский округ себя позиционирует как многонациональный такой округ, да, и благодаря модернизации эта работа выйдет на новый уровень. Всего в рамках нацпроекта «Культура», предложенного президентом России Владимиром Путиным, до 2024 года планируется переоснастить 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. На сегодняшний день в Якутии победителем конкурса нацпроекта стали 3 библиотеки – в Якутске, Нерюнгре и Тикси. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.
В Якутии ожидается нашествие мошек и слепней. По словам сотрудников Института биологических проблем, в конце июля количество кровососущих в регионе дойдет до максимума. Зато комаров станет меньше. Как можно защититься от укусов и раздражения, узнала Ивана Филиппова. Зинаида Савинова на своих 3 сотках выращивает все – картошку, огурцы, морковь, цветы. Основную работу по даче выполняет в дневное время. Вечером старается сидеть дома. Только так, считает, можно спастись от укусов. Лето я приезжаю на дачу. Единственный минус – у нас комары. Вечером особенно бывают комары. Эти кровососущие насекомые портят отдых не только дачникам, но и горожанам. Летом в парке и других местах города без репеллентов не обойтись. Защищаемся, брызгаемся и не обращаем внимания. Уже привыкли к ним. Однако опасаться от комаров и других двукрылых нужно, говорят аллергологи. Например, в слюне комара содержатся компоненты, которые вызывают незначительные аллергические реакции. У большинства людей они проявляются в виде отека и зуда. Но есть и те, у кого один укус насекомого может стоить жизни. Если у человека когда-то в жизни была хотя бы минимальная аллергическая реакция, ему надо очень сильно опасаться контакта с этими насекомыми, потому что каждый последующий эпизод аллергической реакции будет гораздо сильнее выражен, чем предыдущий. Но что делать, если у человека аллергия на специальные аэрозоли и спреи? На помощь приходят народные средства. Зинаида Савинова сама готовит крем от гнуса. С рецептом когда-то поделилась сестра. Говорит, эффект превосходит все ожидания. Беру тру на мелкой терке, хозяйственное мыло, и потом заливаю кипятком чуть-чуть. И масло растительное, ой, забыла масло растительное, и эвкалипт, гвоздика. И потом мешаю. В Якутии обитают сразу 27 видов комаров, но не все они кусаются. А вот кровь употребляют только самки некоторых видов для продолжения рода. Существует такое понятие автогенность, когда яйца развиваются без порции крови. Но уже доказано учеными, что такой метод, такие яйца менее жизнестойкие, и выживаемость их значительно ниже, чем у тех, кто питались кровью, у тех самок, которые питались кровью. В Центральной Якутии, начиная с июня до первой декады июля, самый пик численности комаров. Затем идет спад, но их заменяют слепни и оводы. Именно в июле количество этих кровососущих доходит до максимума. Также в конце июля наступает период нашествия мошек. Они будут досаждать жителям региона вплоть до сентября или до первых заморозков. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». И на этом пока все. До встречи в следующем часе.